Ветка. Этот город обладает удивительной способностью. Он открывается гостю сразу, с первого приезда. Но вот истинное восхищение возникает чуть позже, когда изучишь туристические маршруты, знаменитые музеи, когда пропахнешь ветковской сиренью и услышишь местные легенды. Вот тогда и возникает настоящее желание чуть больше узнать об этом удивительном городе. Ветку не спутаешь ни с одним европейским городом. Он невелик, но его отличительная черта – на поверхности. Этот небольшой провинциальный городок Гомельской области почти не коснулась всеобщая застройка панельными домами. Может быть, потому простая прогулка по улицам – достойный отдых для души. А ведь еще 300 лет назад Веткой назывался небольшой островок на берегу реки Сож неподалеку от Гомеля. В 1685 году здесь поселились раскольники-староверы, и вся эта обширная местность, населенная старообрядцами, в дальнейшем стала называться Веткой. Есть несколько версий происхождения названия будущего города. Местные жители утверждают, что вблизи острова протекала речушка Ветвь или Ветка Сожа. По другим сведениям, Ветка – это ветвь, но только Москвы. В любом случае, название города связано с живописными местами. Может быть, поэтому среди дремучих лесов староверы выбрали именно это место. Легенда гласит, что место основания поселения староверцев было избрано не случайно, благодаря иконе, которая была пущена по течению реки Сож и зацепилась за ветку лозы, густо росшей по берегам реки. Когда здесь оказались первые старообрядцы, пан Казимир Халецкий, которому принадлежал в то время остров, получая с беженцев немалый оброк, стал для них надежной защитой. Однако в 1735 году императрица Анна Ивановна сослала вглубь России 40 тысяч непокорных ветковчан и жителей прилегающих поселений, а сам городок предала огню. Но старообрядцы оказались людьми живучими, и вновь будто из-под земли воскресла Ветка. Понадобилось 10 лет, чтобы из небольшой слободы в Великом княжестве Литовском Ветка стала центром староверов. Уже в 30-е годы 18-го столетия здесь проживало около 40 тысяч человек. По преданию, в Ветке у старообрядцев скрывался даже Емельян Пугачев. Здесь якобы он нашел поддержку и понимание, здесь ему поправили паспорт и помогли деньгами. Тогда на эти земли пришли не просто гордые и сильные духом люди. Они принесли с собой особую, собственную культуру. Среди старообрядцев было много иконописцев, переписчиков книг, вышивальщиц бисером, чеканщиков, резчиков по дереву. Славилась Ветка своими мастерами. В старые времена их приглашали строить соборы и украшать богатые дома. Они, например, вместе с другими умельцами обустраивали оружейную палату, Новодевичий и Иверский монастыри. Так в культуре Ветки по-своему были поняты, переработаны и сохранены традиции Московской Руси. Местные жители утверждают, что в мире есть только две Красные площади – в Москве и здесь, в Ветке. Важная роль главной городской площади заставляет горожан заботиться о ее внешнем облике, дабы она не потеряла своего парадного значения. К сожалению, здесь, на Красной площади, не увидишь Кремль и Мавзолей, однако ветковские достопримечательности не менее интересны. Рядом с современными зданиями на Красной площади, в самом центре города, находится Ветковский Лувр. Так туристы называют Музей народного творчества. Выделяясь ярким фасадом, это место всегда открыто для посетителей. И даже резные двери одного из залов знаменитого музея украшены надписью «Мир вам». История Ветковского музея началась задолго до его создания местным жителем Федором Шкляровым, который еще с 1950-х годов собирал личную домашнюю коллекцию предметов быта, археологии, старопечатных книг, рукописей и икон.
Много усилий тогда приложил Федор Шкляров, чтобы убедить местные власти в необходимости создания на Старообрядческой ветке настоящего музея. И лишь через 28 лет новому музею было выделено двухэтажное здание в центре города, памятник архитектуры XIX века, дом бывших ветковских купцов Грошиковых. Основанием для создания Ветковского музея явились коллекции икон XVIII – начала XX веков, рукописных и старопечатных книг, собранных на территории Ветковского района. Унаследованная от отцов и прадедов потребность создавать вокруг себя красоту и порядок прослеживается сегодня в фондах музея. Его экспонаты напоминают о событиях XVIII-XX веков. Ведь когда-то старообрядцы поселились на Ветке, чтобы превратить город в центр, который будет книгами и иконами снабжать весь старообрядческий мир. В XVIII веке в Ветке была создана школа иконописи. Будучи культурным центром посадского раскола, Ветка вобрала в свою культуру и искусство традиции разных иконописных школ. 500 икон, имеющихся сегодня в фондах Ветковского музея, это лишь небольшая часть созданных местными мастерами в разные годы. Но ценность их огромна. Иконы 17-20 веков – это главным образом произведения искусства местной Ветковской школы. Возможно, это одно из крупнейших в мире музейных собраний старообрядческой культуры такого направления. Ветковские иконы украшены бисером и жемчугом, серебряными с золочением чеканными окладами, резьбой по дереву. В начале 80-х годов 20 века Ветковский музей был внесен во всесоюзные туристические маршруты и принимал ежегодно до 60 тысяч человек, что в 6 раз превышало численность населения самого города. Леонид Барткевич, солист ансамбля «Песняры», побывав здесь, сказал: «Ваш музей дороже Лувра, берегите его». На самом деле приезжают в Ветку не только ради фондов уникального музея народного творчества. Ведь современный город славится еще и своими ткачихами. С юного возраста здесь постигают ручное ткачество – один из старейших видов рукоделия. Каждая уважающая себя женщина на Ветковщине должна владеть древним видом рукоделия. Далеко не в каждом современном городе можно увидеть школьницу, которая мастерски управляется с ткацким станком. Знаменитые ветковские ткачихи учатся этому с пеленок. Уникальность заключается в том, что здешние мастерицы почти единственные, кто преподносит свое мастерство на архаичных кроснах. Вот так богатство и фантазия раскрывается на тканных узорах, созданных руками современных ветковских мастериц. Стремясь преодолеть серость и скуку однообразия, горожане продолжают здесь сеять разумное, доброе и вечное. Современный город утопает в зелени. По окраинам переходят в деревню с типичными деревянными домами и приусадебными участками. Улицы Ветки на первый взгляд малопримечательны, но среди деревянных домов попадаются подлинные шедевры народного искусства резьбы по дереву. Неповторимые узоры наличников, подзоров, орнаментовку балкончиков и крылечек можно увидеть везде. Так же, как и несколько веков назад, смотрят на мир своими резными окнами удивительные ветковские дома. Карнизы, наличники, ворота украшены здесь деревянными кружевами, а широкие улицы города позволяют каждому дому показать себя, рассказать о вкусах своего хозяина. А все потому, что город, основанный 3 столетия назад, выработал и сохранил свой удивительный стиль домовой резьбы. Здесь тепло и уютно всем, потому что Ветка – это город широкой души. Здесь умеют принимать гостей и даже имеют свои древние секреты чаепития. Слава о знаменитом ветковском чае известна далеко за пределами Беларуси. Мы отыскали рецепт его приготовления в местном ресторане. Для того, чтобы приготовить чай по-ветковски, мы делаем сироп, увариваем его. Это кипяток с сахаром и густая заварка. В стакан наливаем сироп. Потом по лезвию ножа добавляем заварку. Чай готов. Действительно, такой чай можно попробовать только в Ветке. Спасибо. На здоровье.
Надеемся, что наше маленькое и далеко не полное путешествие по дням вчерашним и сегодняшним этого города побудило вас наведаться в Ветку. Побродить по его улочкам, соприкоснуться с эпохой старообрядцев и просто ощутить дух этого великолепного городка.